Единственный в России государственный конно-драматический театр «Нарты» возобновил работу после длительного перерыва из-за пандемии. Изголодавшиеся по тренировкам артисты чистят и седлают лошадей. Одна из ведущих актрис театра, Нателла Казити, будто родилась в седле. Рассказывает, что как только увидела лошадь на картинке, сразу влюбилась в это животное. Сначала в ее жизни была конно-спортивная школа, но душа все равно тянулась к творчеству. Театру «Нарты» она посвятила около 20 лет. Как-то конный театр приехал на свадьбу. Это был, по-моему, второй их выезд вообще в республике. Они приехали с сопровождением на свадьбу, и все. И с тех пор конный театр завоевал наши сердца. 11 породистых скакунов выводят на тренировочную площадку. Новых лошадей театр закупил в этом году. Среди артистов как опытные наездники, так и совсем молодые, но очень перспективные ребята. Пока что это единственная площадка, где могут тренироваться артисты конного театра «Нарты». Здесь же они поставили свой первый за 10 лет спектакль, посвященный великому поэту Костахи Тагурову. К сожалению, эта площадка под открытым небом не всегда подходит для тренировок. Погода в любой момент может внести свои коррективы. И по-хорошему арену нужно накрыть куполом, чтобы артисты смогли заниматься не только летом, а лошади не простаивали. Настоящим подарком для конного театра стало строительство крытого ангара. Уже через несколько месяцев наездники смогут при любой погоде работать с лошадьми и оттачивать трюки. Спасибо руководству республики, которые обратили внимание на нас. Мы ждали этого события. Здесь у нас будет предбанник, манеж. Надо его внутри наполнять освещением, звуком, потому что лошадей надо приучать и к музыке, к каким-то шумовым эффектам. Надо утеплять его, наверное, пушками. Это такой процесс очень нудный, на первый взгляд, но он очень важный, потому что практически работа парализуется. Мы вот после пандемии начали приходить в себя, выводили лошадей на основную площадку с песком, но погоды вносили свои коррективы, и приходилось неделями сидеть, ждать, пока эта вода, это болото не уйдет в землю, и лошадки опять стояли. И все же для полноценной работы конного театра тренировочной арены недостаточно. Необходимо отдельное место для показа спектаклей. Конечно, эта площадка не наша, она не театральная, потому что вы все понимаете, что мы не цирк, это другая специфика. Всю жизнь театр работал на больших стадионных вариантах. Это прямоугольные площадки, где трюк делается по прямой. Просто нужно финансирование, чтобы расчистить ее и удлинить, и сделать нормальную площадку, большую, примерно она должна быть 180-100 метров, рабочая площадка на 30. И тогда театр в полной мере может показать, на что он способен, потому что вот эти круговые дела, они, конечно, не наши. Чтобы поставить один полноценный спектакль, нужны костюмы, декорации, а еще люди, которые будут все это изготавливать. Да тот же зрительный зал, который сейчас очень маленький и находится практически на улице. Декорации я заказываю, всю атрибутику заказываю на стороне в других театрах, потому что у меня у самого этих условий пока нету, но я очень надеюсь, что у нас появятся и цеха, нужно какое-то вложение. В этом году «Нартам» исполнится 30 лет. У театра с многолетней историей большие планы. Артисты готовы работать. Режиссеры придумывать интересные творческие коллаборации, чтобы удивить своего неискушенного зрителя. Как любому актеру, мне не хватает зрителя. Конечно, хотелось бы давать спектакли, выступать, но это же все-таки зависит тоже, от нехватки чего-то. Это уже, конечно, не ко мне вопросы, но хотелось бы, конечно, давать спектакли, радовать нашего зрителя, не только нашего, но и России, по миру, как мы это раньше делали. «Нарты» должны и будут жить.
Елена Черенкова, Савелий Зангиев, Осетия Ньюс.